На генеральном плане у меня показана общая площадь застройки всего здания у меня 5000 квадратных метров. Из них само здание 2286 квадратных метров, озеленение и плюс еще дорожная часть составляет другую квадратуру. На генеральном плане у меня показано размещение здания, въезды, выезды. Магомед Ильянов, студент 4-го курса, по специальности архитектор, показывает комиссии, как можно разгрузить парковочные места. Его проект «Многоуровневая парковка». К этому дню он готовился на протяжении месяца, что помогло ему уверенно представить свою идею. Каждый день мы сталкиваемся с проблемой нехватки парковочных мест. Многоуровневая парковка – это современное решение, которое позволяет снизить количество автомобилей на просторах города и сделать городской ландшафт более удобным и доступным. Свой проект «Стелла» при въезде в город представляет и Милана Балоева. Он совмещает в себе национальную ингушскую культуру и современную инфраструктуру. Участвовать в таких конкурсах ей не впервой. Девушка в марте этого года заняла 2-е место во всероссийском конкурсе среди студентов-архитекторов в Москве. В нем приняло участие более 1500 человек. Это важно, чтобы знакомить, допустим, людей соседних регионов с нашей национальной культурой. Это дает нам возможность заводить новые связи, а также делиться новым опытом и обычаями друг с другом. И вообще в целом я считаю это как способ саморазвития, потому что благодаря выступлению студентов каждый из нас может показать свои навыки, способности и поделиться своими впечатлениями, а также дать себе возможность самовыражения. В составе комиссии педагоги из Грозненского государственного научно-технического университета, куда в будущем планируют поступить выпускники колледжа. Гости внимательно изучают проекты студентов, отмечая понравившиеся идеи. Мне понравилось именно, как студенты преподносят именно национальный колорит. Песнь матери, что показала Аушева студентка. И понравился проект парка Гарри Поттера, который тоже предоставила студентка данного колледжа. Сдачи курсовых, зачетов или экзаменов в СУЗе, как правило, сопровождаются творческими презентациями. Эту практику в колледже считают самой эффективной. Я считаю, что сегодня, да, преподаватели могут гордиться своими студентами, потому что на уровне международном, на российском уровне, на площадках они достойно представляют не только колледж архитектуры, дизайна и инжиниринга, но и всю республику, можно сказать. Потому что успех каждого студента, я считаю, что в масштабах республики это успех всей нашей молодежи. Студенты проходят обучение в колледже по 7 направлениям. Это архитектура, дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, дизайнер-модельер, графический дизайнер, художник и конструктор. Выпускные экзамены в СУЗе всегда проходят не только познавательно и официально, но и в теплой обстановке. После конкурса студенты и педагоги вместе планируют отпраздновать защиту их дипломов. Адам Гуражев, Магаз 24.